Не убегайте, Тимофей, далеко. Презентация вам не нужна, да? Нет, сейчас... Презентацию вы будете читать тогда, когда вы выступаете. Да, сейчас не нужно. Дорогие коллеги, добрый день. Скажите, пожалуйста, те, кто онлайн, вы нас видите, слышите? Да, Ирина Анатольевна, нас видно, слышно? Видно и слышно. Спасибо. Всех приветствую. Очень рада. Видим и слышим. Все, Да. все нормально. Я очень рада всех вас видеть, и тех, кто присутствует очно, и тех, кто присутствует онлайн. Мы начинаем конференцию, нашу ежегодную конференцию, которая проводится уже не первое десятилетие. Она называется «Языки народов Сибири и сопредельных регионов». Но в этом году у этой конференции особое звучание, особая значимость, потому что она приурочена одновременно к нескольким юбилеям. Но прежде всего это юбилей гуманитарного образования в НГУ, и оно связано с несколькими людьми, которых я хотела бы сейчас назвать, и память которых хотела бы почтить, которые вот ровно 60 лет назад приехали сюда, в Новосибирский академгородок, чтобы создать то сибиреведческое направление, вот в рамках которого мы сейчас и работаем. Прежде всего, это Валентин Александрович Аврорин, специалист по тунгусо-маньчжурским языкам, автор грамматики нанайского языка, который был в Ленинградском институте лингвистических исследований, занимал пост директора. И вместе с ним приехал сюда Кирилл Алексеевич Тимофеев, который тоже в другое время, чуть раньше, тоже занимал пост директора Ленинградского института лингвистических исследований. Вы просто оцените масштаб людей, которые приехали сюда, чтобы открыть вот то гуманитарное образование, плодами которого мы сейчас с вами пользуемся. Это директора одного из крупнейших лингвистических институтов в нашей стране. Ну, первый – это, конечно, Институт языкознания в Москве, второй – это Институт лингвистических исследований в Петербурге. Ну, я думаю, что третий – это Институт филологии Саран в городе Новосибирске. Да, я не хочу обидеть никакие другие институты, но хочу тем самым подчеркнуть значимость тех людей, которые приехали сюда и принесли туда традиции сибиреведческого направления. И у нас на факультете, на гуманитарном факультете, первые две специальности, которые открылись, это были специальности, связанные с изучением языков Сибири, поскольку мы находимся на территории Сибири, и здесь огромное количество неисследованных языков. И вторая специальность – это специальность, которая была связана с математической лингвистикой. Но это, естественно, для академгородка, где такие мощные институты, связанные с математикой, с программированием, системами обработки информации. Но потом, вы знаете, на некоторое время эта специализация прекратилась, но теперь она снова возобновилась. Так что вот это два основных направления, которые появились в Новосибирском университете, и мы являемся наследниками Ленинградской школы. И вот фонетическая школа, она тоже является продолжением ленинградских традиций. Вместе с Валентином Александровичем Аврориным и Кириллом Алексеевичем Тимофеевым в Новосибирск приехали и другие специалисты из Института лингвистических исследований. Это Александр Ильич Федоров, известный лексикограф, вы, конечно, знаете и пользовались его фразеологическим словарем. Это Владимир Михайлович Наделяев, о котором сегодня речь пойдет в докладе Ираиды Яковлевны. И, кроме того, в этом году отмечается юбилей, 100-летний юбилей со дня рождения Кнорозова, очень известного дешифровщика письменности майя. Поэтому наша сегодняшняя конференция начинается с круглого стола, посвященного истории письменности. Ну вот наши коллеги уже были на экскурсии в нашем крыле, где открыта выставка, посвященная письменностям разных народов. Но все студенты, безусловно, эту выставку видели. Поэтому вот эта преемственность, связанная с развитиями письменности, с развитиями письменности на территории Сибири, с дешифровками древнетюркского рунического письма. Вот об этом, обо всем пойдет речь сегодня в нашем круглом столе. И я думаю, что студенты, которые вчера присутствовали на лекции Елены Всеволодовны, услышат здесь много перекличек вот с теми моментами, о которых Елена Всеволодовна рассказывала применительно к африканским языкам. И я надеюсь, что вы увидите, что есть такие типологические ситуации, связанные с языками разных систем, которые
развиваются примерно одинаково. И я бы хотела передать, вот пользуясь тем, что Елена Всеволодовна сейчас здесь, я бы хотела передать привет Евгению Васильевичу Головко, директору Института лингвистических исследований. И вот с каким намеком. Вот я только что говорила о том, что первые отцы-основатели гуманитарного образования, они все приехали с поста директора Института лингвистических исследований. И благодаря им здесь открылись тюркология, алтаистика. И вот если у Евгения Васильевича наступит какой-то кризис, то мы ждем его здесь, в Новосибирске, да, чтобы он открыл здесь еще одно направление, связанное с изучением эскимоско-алеутских языков. И можете ему передать, что вот тот посев, который был здесь начат бывшими директорами вашего института, он вполне здесь дал такую поросль и в области образования, и в области академической науки. Так что милости просим, Евгений Васильевич, приезжайте, развивайте сибиреведение у нас и дальше. Вот. Ну, а теперь я передаю слово Тимофею Владимировичу Тимкину с докладом о дешифровке письменности майя. Ну, Тимофей Владимирович сам уточнит название моего доклада. Доброе утро всем гостям конференции. В 1822 году выдающийся французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон опубликовал работу с прочтением древнеегипетского памятника Розетского камня и фактически ознаменовал этим дешифровку письма Древнего Египта. Научная сенсация, произведенная Шампольоном, показала, что наука способна открывать тексты, написанные в давно утраченных письменных традициях. Это вдохновило исследователей своего времени и спровоцировало обращение к материалам многих утраченных письменных традиций. Одной из таких традиций, которая привлекла внимание исследователей, была традиция майя. Майя – это древняя цивилизация Центральной Америки, преимущественно на территории современной Мексики, а также нескольких других государств Центральной Америки. Майя создали развитую цивилизацию с городским строительством, сложным общественным устройством, сложной религиозной системой, пик которой пришелся на 3-10 века нашей эры. К моменту испанского завоевания цивилизация майя вступила в стадию упадка, и испанское влияние все нормально. Угу. К моменту испанского завоевания цивилизация майя уже вошла в этап своего упадка. Испанцы христианизировали майя, миссионеры создали для майя алфавит на основе латиницы, грамматику и словарь языка майя. Однако аутентичная традиция майянской письменности в этот период прервалась. И к XIX веку европейцам, как и никому в мире, не была известна. Колонизаторы уничтожили большую часть рукописей майя, и до наших времен дошла только монументальная письменность, то есть буквы на архитектурных памятниках, и всего 4 книги, так называемые кодексы майя. Страницы Дрезденского кодекса, например, здесь можно увидеть. Для прочтения древнего письма нужен был какой-то
ключ. И такой ключ был. Его создал Диего де Ланда, второй епископ Юкатана. Очень противоречивая личность. Именно он создал описание письменности майя современной живой традиции, которая позволила это письмо прочитать. Но если бы не де Ланда, то на самом деле, возможно, ничего расшифровывать бы и не пришлось, потому что именно де Ланда, крестивший майя огнем и мечом, приказал уничтожить книги майя. Их собрали и сожгли. Де Ланда, видимо, нисколько не сомневался в правильности своих действий, поэтому тщательно задокументировал, что именно он уничтожает. В своей работе «Сообщение о делах в Юкатане», которая писалась как отчет для руководства церкви, ну и для потомков, он описал так называемый алфавит, ряд знаков майянского письма с их фонетической транскрипцией. Также в своей работе де Ланда привел несколько примеров записи на языке майя с транскрипцией и переводом. Основоположником научного изучения письма майя стал французский востоковед Леон де Рони. Идея казалась лежащей на поверхности. Мы возьмем фонетическое чтение из книги де Ланда, подставим его в рукописи и, может быть, увидим какие-то осмысленные слова. Ведь потомки майя до сих пор живут на этой территории и говорят на различных языках-потомках. И из контекста как-то можно будет восстановить неизвестные знаки. Леон де Рони достаточно сильно продвинулся в этой области. В частности, он прочел названия цветов и сторон света. К сожалению, письмо майя было слишком сложно. Чтение, правильность которых позже доказал Кнорозов, просто тонули в обилии белых пятен и откровенных ошибок. Несколько поколений майянистов топтались на месте, не могли продвинуться дальше. Обилие имен, представленных на этом слайде, это только те, кого называет своими предшественниками в историографии своей монографии Кнорозов. Все эти имена принадлежат к разным поколениям исследователей. Кто-то из них начинал работу еще в XIX веке. К середине 20 века исследователи уже знали календарно-цифровой код майя, умели читать даты. Была разработана иконография майя и предложены чтение имен богов, а также ряд ритуальных наименований, такие как названия животных или специальные обозначения жертв. Казалось, что не хватает совсем чуть-чуть, собственно, понять, что же там написано. В то время ведущим майянистом был Эрик Томпсон, исследователь календарно-цифрового кода майя. Он полагал, что именно этот код лежит в основе всей системы. Томпсон отрицал системный характер майянского письма, полагая его пиктографическим, то есть таким, который является по сути рисунком, но не языковой системой. Позже он будет главным научным оппонентом Кнорозова. На Западе исследования Кнорозова признают только после смерти Томпсона. Но еще до работ Кнорозова у Томпсона был серьезный критик и оппонент. И это был выдающийся лингвист Бенджамин Ли Уорф. Уорф отстаивал словесно-слоговой характер письма, фактически отстаивая традицию де Рони. Он указывал, что прочесть письмо можно только на основе анализа языка, на котором написаны тексты. Уорф полагал, что, зная закономерности языка майя, можно отыскать соответствующие закономерности в графической системе и получить ключ к дешифровке.
Впрочем, Бенджамин Уорф, великий теоретик и философ лингвистики, не пошел дальше методологии. Он не предложил ни одного чтения. Это сделал наш соотечественник Юрий Валентинович Кнорозов. Во всех справочниках его фамилия почему-то приводится с ударением Кнорозов, хотя на слуху больше другой вариант, такой вот парадокс, бывающий с редкими фамилиями. Его? Ну, нормально? Нет, это, наверное, точно не пора. Просто экран. Угу. Прежде всего, Юрий Валентинович обратился к так называемым параллельным чтениям. Тексты майя содержали некоторые фрагменты, устроенные параллельным образом. И понимание этого позволило исследовать каждый графический знак во всем многообразии его вариантов в различных возможных позициях. Это позволило ему точно установить состав сложных знаков и порядок их чтения. Дело в том, что каждый знак майя – это составной иероглиф. Он редко состоит из одного базового элемента, чаще всего является причудливой комбинацией знаков. При этом в зависимости от способа гнездования каждый знак может поворачиваться на 90 или даже 180 градусов. Далее Кнорозов выделял устойчивые графические группы и для каждой производил так называемую позиционную статистику. По сути, дистрибутивный анализ, просто снабженный математическим аппаратом. Еще не расшифровав письма, он мог исключительно на основе дистрибутивного анализа предложить шестеречную принадлежность отдельных слов и различные грамматические конструкции. Естественно, ключевым моментом анализа был анализ фонетический. Здесь Юрий Валентинович следовал не традиции майянистики, но находился под влиянием Майкла Вентриса, который незадолго до этого расшифровал слоговое критское письмо, используя так называемый метод сетки. Суть его состоит в том, что граница морфем обычно не совпадает с границей слога. Поэтому, если мы знаем парадигму слова, то у нас одна фонема может транскрибироваться различными слоговыми знаками, и мы можем установить, какие знаки обозначают одинаковый согласный, какие знаки обозначают одинаковый глас. Важным аспектом для этого являлась интерпретация так называемых плеонастических чтений. Дело в том, что письмо майя иероглифическое, оно типологически устроено, похоже на египетское письмо. В нем есть логограммы, по сути, знаки для обозначения морфем и фонетические знаки. Однако иероглифическое письмо – это не просто смесь словесных и фонетических знаков, а сложная система, в результате чего писцы, обозначая морфему логографическим знаком, часто дополняли его также фонетической транскрипцией, создавая так называемые фонетические комплементы. Прочтение этих комплементов могло дать ключ к тому, как читаются не фонетические, а идеографические знаки. Позиционная статистика Кнорозова связала элементы майянского письма с сложнейшими синтагматическими и парадигматическими связями. И для того, чтобы вскрыть текст, необходим был только первый шаг – знание нескольких знаков, которое могло бы запустить принцип домино, где каждое новое чтение открывало ключ к прочтению неизвестных знаков. И такой ключ был. И это было сообщение о делах о Юкатане Диего де Ланда.
Майянисты знали, что из сообщения Деланда невозможно прочитать ничего толкового в рукописях. Все понимали, что Деланда не был квалифицированным лингвистом и где-то ошибся. Но Кнорозов пошел дальше. Он понял, в чем состояла ошибка Деланда. Деланда использовал метод, о котором на этой конференции будут говориться много. Он работал с информантом. Он получал свои записи от индейца, владеющего аутентичным письмом. Трудно обвинять Деланда в лингвистической некомпетентности. Он жил в XVI веке, до того, как появилась научная лингвистика. Тем не менее, Деланда оставил нам потрясающий пример того, как не надо работать с информантом. Деланда диктовал майянские слова писцу по буквам. Писец записывал не слова своего родного языка, а названия испанских букв, которые он слышал и не понимал. Поэтому нет ничего удивительного, что третий пример информанта без испанского перевода, который, видимо, был дан в ответ на просьбу написать хоть что-нибудь, звучал «я не хочу». Именно это прочитал Кнорозов в сообщении Деланда, а дальше этот принцип был применен к рукописям. За свое открытие Кнорозов получил научную степень доктора исторических наук, минуя степень кандидата. Это было потрясающее открытие, признанное и у нас, и за рубежом. Заканчивая доклад, я бы хотел привести одну широко распространенную цитату Юрия Валентиновича. Говорят, он был противоречивым человеком, будучи блестящим знатоком литературы, испытывал слабость к детективам, и ничего удивительного, что его своеобразная научная кредо, которое он часто приводил в интервью и завещал потомкам, является цитатой из Артура Конан Дойла. То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим. Спасибо. Если есть, то пожалуйста. Если нет, то мы будем двигаться дальше. Вопросы можете приберечь на конец нашего круглого стола и задать их в конце, когда мы будем завершать его проведение. И теперь я объявляю следующий доклад. Его будет делать онлайн младший научный сотрудник Института языкознания Академии, Российской академии наук Евгения Владимировна Коровина. Евгения Владимировна, вы нас слышите? Угу. Подключите, пожалуйста, звук. У вас выключен звук. Можно ли мне поделиться экраном? Да, сейчас поделим. Да. Так вот, звук выключен. Да, мы видим ваш экран. Угу. Пожалуйста, можно начинать. Звука нет. Евгения Владимировна, подключите, пожалуйста, звук. У вас микрофон выключен. Так, а вы не отключили принудительно звук? Нет, я вообще ничего. Угу. Да, нет, Евгения Владимировна, не слышим вас. И презентацию тоже потеряли. Внизу должен быть микрофончик. Вот мы сейчас видим, что у вас микрофончик перечеркнут. Так, все получилось. Вот, так, получилось сейчас меня слышать, да? Да, сейчас у вас. Отлично. Сейчас А теперь... тогда все вернется. Так. Я хотела говорить сегодня о том, вещах, не связанных с дешифровкой майя, однако в контексте предыдущего доклада я
думаю, что мне придется сказать несколько слов, потому что ситуация с дешифровкой майя была на самом деле куда более сложной и комплексной, чем было представлено. Я, наверное, скажу об этом только совсем пару слов, но надо понимать, что история про дешифровку перекрестными чтениями, а также позиционной статистикой – это позднейшее напластование. Позиционные чтения появляются в 1957 году, то есть через 5 лет после дешифровки. А, соответственно, позиционная статистика и того позже в 1962 году. Соответственно, дешифровка происходила скорее более интуитивно, и это методы доказательства того, что дешифровка состоялась, попытка объяснить, что вообще произошло. Также надо понимать, что Кнорозов образца 51-52 года момента дешифровки это не совсем то, что Кнорозов образца 55 года или, соответственно, Кнорозов 63 года, когда выходит его монография, которая пишется в конце 50-х годов. А также надо понимать, что уж тем более это не совсем тот человек, который пишет разные работы, посвященные майя, в 70-х, 80-х, а также 90-х годов, потому что об этом, в общем-то, говорится сравнительно мало, но это важно понимать, потому что вся современное чтение майя – это история про адаптацию его ранних идей в 70-е годы и позднее на Западе. То, к чему он пришел под конец жизни, не имеет к этому ни малейшего отношения. Это важное замечание. Я не буду вдаваться в детали, но, к сожалению, например, чтение на Маясской вазе, которую современные в рамках обычной школы читают как то, что эта ваза, предназначенная для питья такого-то, для Кнорозова образца 80-х годов и позже, это погребальный гимн. Вот. Так что масштаб, я думаю, понятен и может быть оценен. Но теперь, соответственно, собственно, презентация. Источники данных, которыми я пользуюсь, я буду рассказывать на самом деле только об одном сюжете, небольшом, потому что иначе мы вообще ничего не успеем. Это первое общение с людьми, знавшими Юрия Валентиновича Кнорозова. Но тут надо понимать, что Кнорозов это зависит от того, кто говорит. В том, как произносит Галина Гаврилова-Ешова, исключительно Кнорозов. Однако же петербургская традиция скорее говорит, что он Кнорозов и так далее. Это, в общем, очень история специфическая и так далее. Кроме, соответственно, есть монография Галины Гавриловны, очень специфическая и очень личная. Дальше источник, собственно, публикации работ и 3 архива. Архив, хранящийся в Кунсткамере в мае, архив, хранящийся в Мезоамериканском центре РГГУ, и архив, переданный семьей Юрия Валентиновича Кнорозова, после не был доступен на опись, и понятно, что там лежит и чего там не лежит. В основном, конечно, копии его статей, но это отдельный разговор. И основные направления. Это, во-первых, дешифровка майя. Далее, соответственно, он занимался после этого общей теорией дешифровки, а также автоматизацией дешифровки, одна из которых связана как раз с Новосибирском. Правда, довольно нехорошая попытка, что поделаешь, в общем-то, из этого был ряд скандалов. Далее занятия дешифровкой разных систем письма, в частности, письменностью Старопасхи, письменностью Дальнинского письма, потом, соответственно, экспедиция на Курильские острова, и то, что, как некоторые говорят, было для него на самом деле основным, это теория коллектива. И это все существовало параллельно, и тут надо понимать, что с конца 50-х, начале 60-х годов существует уникальнейшее явление, когда дешифровкой занимаются коллективно. Потому что дешифровка – это, вообще говоря, сугубо адски индивидуальное дело. Но, соответственно, удалось в рамках МАЭ создать некоторую школу, поэтому да. И я буду дальше рассказывать только о письменности острова Пасхи, потому как очень компактном сюжете, и про который я, в общем, знаю, наверное, больше всего из этих вещей. История занятия Кнорозовым письменностью острова Пасхи начинается с 27 ноября 1955 года, когда к Кнорозову приходит предложение от Токарева участия в совещании этнографов с докладом по письму Пасхи. И, соответственно, впоследствии вышла статья. И тут
соответственно, в 1956 году его единственный раз выпускают в Копенгагене, и он там встречается с Томасом Бартелем, который, соответственно, в тот момент утверждал, что он прочитал письменность Остеропаски. Ну, соответственно, вот мы видим на слайде, что в одной из публикаций про это говорит Кнорозов, весьма скептичен, но он таким и был. Иногда даже более скептичен. И вот, соответственно, в 1956 году выходит статья про письменность Остеропаски. Она выходит почти одновременно по-русски, по-английски и по-испански. Тексты, в общем-то, довольно идентичны, но не совсем. То есть, видимо, писались, ну, некоторые вещи дополнялись по ходу и менялись. Вот. Соответственно, по-русски «Царская этнография», по-английски журнал Полинезийского общества, по-испански малодоступный один из аргентинских журналов, «Ревиста де География». Вот. И тут, соответственно, что мы там видим? Соответственно, опять же, иероглифическое письмо. Вот мы видим тут историю про генеалогию. И также тут интересно, что если в 1956 году это генеалогия, то в 1957 году генеалогий становится много. И почему, если сейчас мы думаем, что это генеалогия, потому что есть некоторые паттерны, то для Кнорозова паттерн был тот, что вначале стоит человек, поэтому раз вначале стоит человек, ну, наверное, это генеалогия. Вот. Но, соответственно, мы и в конце, соответственно, единственной научной публикации Юрия Валентиновича по письму Пасхи говорится следующая вещь, что мы надеемся в ближайшее время подготовить и опубликовать сводку чтений дощечек в привычном нам чтении слева направо, сверху вниз. Ну, речь идет о корпусе. И тут мы понимаем, что, вообще говоря, среди опубликованных работ Юрия Валентиновича ничего подобного нет. И, соответственно, мы начинаем искать эту работу. Сразу скажу, что, в общем, к сожалению, работы не найденной вряд ли будет. Ну, вот тут еще, соответственно, один сюжет. Мы видим, что, в общем, в тот момент считалось, что дело почти решенное. Скоро, соответственно, прочитаем, потому что, в общем-то, машины нам помогут и все такое. Ну, буквально лет через 5, в общем, Кнорозов существенно разочаровался в машинной дешифровке. Ну, что поделаешь. Вот. Соответственно, можно видеть, что была даже идея в 1959 году ехать на Пасху, и была переписка с людьми оттуда. Вот. Но, к сожалению, это не состоялось. Вот, соответственно, ответ Себастьяна Энгельта, видимо, перевод, потому что вроде бы русского он не знал, но вот это действительно в этом виде лежит в архиве МАЭ. Так что, соответственно, тот самый Марков, то самое судно, которое стояло у Пасхи. Вот. Но происходит следующая вещь. В 1958 году выходит в Германии книга, которая тоже является корпусом письменности острова Пасхи, и это, конечно, добивает советскую работу, потому что, ну, понятно, что издание всех текстов острова Пасхи резко становится бессмысленным. Но, соответственно, мы видим вот следующее упоминание о том, как вообще работа велась. Вот 1958 год приходит в отдел Ирина Константиновна Федорова и, соответственно, наблюдает, как они режут, соответственно, прорисовки, делают склейки, и вообще все замечательно. Но, соответственно, вот выходит статья. Вот. Но единственное, что осталось, ну, вот, до вот этого упоминания Федоровой из мемуаров, собственно, ее, это начало 2000-х годов, это статья Бутинова 1959 года, что нужно издавать текст острова Пасхи, скоро будет подготовлен. И вот мы в архиве МАЭ видим, что помимо, соответственно, вот письменности индейцев майя, которая вышла в 1963-м, а подготовлена была тоже в 1958 году, и это, в общем, видно, потому что она была, язык меняется, там очень интересные сюжеты, но это отдельно. И вот, соответственно, они работают с Пасхой, помимо всего прочего. Вот. Причем в архиве, соответственно, МАЭ за 1959 год работы с островом Пасхи относятся к исследованиям в области славянских и восточных языков. Вот. Сдача в издательство планируется в 1961 году, но вот, соответственно, вот оно в 1959 же
отдается вроде бы в издательство. Архив издательства «Наука» за этот год, видимо, не существует, но и в общем, не очень понятно, что с этим делать. Кроме того, народная мифология говорит, что после того, как вышла, соответственно, книга Мартеля, он вообще ее забрал, однако же вот мы видим, что все-таки это, видимо, было не так, но, соответственно, вот в 60-м году она еще фигурирует, вот, соответственно, что надо сдать, это уже многотомное издание, соответственно, дачу в издательство 62-го года, 61-го, и вот, соответственно, в конце 60-го года имеется, соответственно, прекрасный пассаж, как люди отчитываются, что считать, что сотрудники сектора Америки, Австралии и Океании план выполнен. Иероглифических надписей острова Фаски, вошедший в государственный план, не может быть осуществлен из-за отсутствия факсимиля текста. Как вот любой человек, который понимает, о чем идет речь, понимает, что причина абсолютно надуманная. Нельзя заниматься творчеством иероглифических надписей майя 2 года без факсимиля текста. Ну, это абсолютный нонсенс и так далее. И это самое позднее упоминание об этой работе. Указанная причина абсолютно невозможна, не соответствует реальности, и дальнейшая судьба проекта неизвестна. Ну вот тут, соответственно, есть некоторая история о том, что происходило что-то. Вот, сообщение о норвежской археологической экспедиции, материалы его в Россию были переданы в 1961-1962 году, когда Хейердал приезжал, собственно, и, соответственно, вот дальше занималась прежде всего Ирина Константиновна. И, видимо, почти все, что осталось от работы Кнорозова-Попасхи, в общем, вошло в ее работы. И в работу, соответственно, Кондратова, который, возможно, известен, наверное, часть народа, помимо его, в общем, научных работ и популяризаторских работ, тем, что это, вообще говоря, замечательный авангардный поэт Саша Конрад. Вот. Так что был очень разносторонней личностью, но, к сожалению, довольно, в начале 90-х умер, и архив его довольно недоступен из-за политики родственников, хотя, в общем, лежит в публичном в Петербурге. Вот. Ну и вот последняя, одна из недавно найденных статей, это история про отчет Конгресса в Москве 1964 года, где Кнорозов пишет о том, что, в общем, при помощи переданных материалов, рукописи рапануйцев, в общем, имеется некоторый шанс прочитать, но надо сказать, что ровно это скорее не сработало. Ну, наверное, и все. Вот тут на слайде можно видеть некоторые фрагменты того, что раскидан, фрагмент как раз, видимо, Евгения Владимировна, звук пропал. Ну, мы благодарим вас за доклад. Он, конечно, вызывает огромный интерес и выполнен вот в тех самых детективных линиях, сюжетных, девались эти рукописи, чем могло бы дело кончиться, каким очередным открытием, сделанным великим человеком. Большое спасибо за ваш интереснейший доклад. И мы переходим теперь от такой экзотики для нас, от острова Пасхи, от древних майя, уже к сибирской тематике. И я предоставляю слово Ираиде Яковлевне Силютиной, главному научному сотруднику Института филологии САРАН, специалиста в области сибирской фонетики. И речь пойдет о Владимире Михайловиче Наделяеве и о его вкладе в расшифровку рунического тюркского письма. Надо сказать, что тюркская руника существенно древнее, чем русское письмо. Поэтому здесь тоже глубина древности достаточно глубокая. Да, пожалуйста, Ираида Яковлевна, вам слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, Владимир Михайлович Наделяев – монголист, тюрколог, основатель Сибирской фонологической школы, выдающийся педагог. Его исследования в области эпиграфики
дешифровки древних рукописей находятся несколько на периферии его научного творчества, но тем не менее представляют значительный интерес как для специалистов в области руники, так и для сибиреведов. Его внимание к проблемам письменности, в том числе к созданию и совершенствованию письменных систем для малочисленных сибирских народов, чему будет посвящен сегодня ряд докладов, а также интерес к истории формирования древних письменностей и разгадки таящихся в них тайн не случайен. Он предопределен всей жизнью Владимира Михайловича, его научной и педагогической деятельностью. А педагогом он стал уже в 17-летнем возрасте. После окончания школы в 29 году в Хабаровске его направили учителем в Забайкальский край, в село Тарасовка Нерчинско-Заводского района Читинской области, где он вел сразу все предметы для учащихся разных классов начальной школы. Затем в течение 5 лет, с 33 по 38, Наделяев работал на Таймыре, в созданной им кочевой долганской школе, для которой он написал и нарисовал букварь и ряд учебных пособий, составил грамматику долганского языка. Я напомню, что учителю 21 год, и он до этого никогда не имел никаких представлений о тюркских и монгольских языках. А мы знаем, что якутский и долганский языки наиболее монголизированные, поэтому для исследования якутского и долганского необходимо знание также и монгольских языков. Спустя много лет вместе с долганской поэтессой Агдо Аксеновой-Бараксан Владимир Михайлович создал долганскую национальную письменность, и подготовленный ими букварь вышел из печати в Красноярске в 1984 году. В 1938 году Наделяева направили в Ленинград на курсы учителей народов Севера при пединституте имени Герцена, а в 1939 он поступил в ЛГУ на тюрко-монгольское отделение филфака. По окончании ЛГУ, а затем и аспирантуры, его оставили на Восточном факультете преподавателем монгольских и тюркских языков. В 1958 году Наделяева пригласили в Институт языкознания Ленинградского отделения Академии наук в сектор алтайских языков для организации работы по составлению древнетюркского словаря. Для этого словаря Наделяев подготовил проект графической передачи древнетюркской лексики, разработал структуру словарной статьи, написал памятку составителям словаря, вводную часть, указатель грамматических форм, а также словарные статьи от А до Айплик. То есть вся идеология словаря была разработана Наделяевым. Ну и кроме того, он был одним из 4 редакторов древнетюркского словаря. Словарь вышел в 1969 году и сразу же стал для всех тюркологов мира настольной книгой, до сих пор не имеющей аналогов. Без этого словаря невозможно были бы профессиональное изыскание по дешифровке рунических памятников. Именно эта глава жизни Наделяева, связанная с работой над древнетюркским словарем, и послужила катализатором, толчком в развитии его интереса к древним надписям, начавшего формироваться еще во время учебы в ЛГУ и проведения научных исследований под руководством выдающегося тюрколога-древника Сергея Ефимовича Малова. Этот интерес еще более укрепился в связи с переездом Владимира Михайловича в Новосибирский академгородок по приглашению Алексея Павловича Окладникова, Валентина Александровича Авронина и профессора Елизаветы Ивановны Убрятовой. Здесь Владимир Михайлович в 1968 году открыл лабораторию экспериментально-фонетических исследований, труды которой были направлены в том числе и на разработку теоретической базы для создания и совершенствования письменностей для народов Сибири.
И, конечно же, оказавшись в Сибири, на территории которой в верховьях Енисея и в сопредельном регионе, в Монголии, в долине реки Архон, было обнаружено огромное количество памятников тюркской письменности, Владимир Михайлович не мог оказаться в стороне от погружения в разгадки тайн древних рунических рукописей. Но дело в том, что в 60-е годы, еще во время работы в ЛГУ, в жизни Владимира Михайловича появилась иная письменность, киданская, дешифровкой которой он занимался совместно с Владимиром Сергеевичем Стариковым. Киданское письмо обслуживало язык киданий, племен монгольской группы, обитавших в IV-XII веках на территории северо-восточного Китая и Монголии. Графема киданского письма, его направленность соответствует нормам китайского письма, но в отличие от китайского логографического, киданское письмо силлабическое. Результаты дешифровки опубликованы в виде брошюры. Но самое интересное заключается в том, что киданское письмо волшебным образом соединило наших сегодняшних юбиляров Владимира Михайловича Надевляева и Юрия Валентиновича Кнорозова, разгадавшего загадочную письменность майя. Этот сюжет осветил нам сегодня Тимофей Владимирович в своем блестящем докладе. Дело и Евгения Коровина, то есть этому сюжету посвящены были 2 доклада. Дело в том, что публикацию Старикова и Наделяева предваряет предисловие Кнорозова, в котором отмечается, в частности, в результате дешифровки киданских текстов составлен полный каталог графем и их вариантов. Анализ компонентов графем выявил агглютинативность строя киданского языка с постпозитивным характером агглютинации. Машинная обработка текстов, сравнительный анализ морфологических и словоизменительных особенностей подтвердили гипотезу о принадлежности киданского языка монгольским. Вот таким неслучайным образом судьба свела жизненные исследовательские пути наших юбиляров. Параллельно с дешифровкой киданского письма Владимир Михайлович Наделяев в 60-е годы делает первые опыты в исследовании тюркских рунических памятников. Древнетюркское или архоно-енисейское письмо использовалось в VIII-X веках в Центральной и Средней Азии и в Сибири. Поскольку знаки по форме напоминали германские руны, первооткрыватели называли их руническими. Русское название «Архоно-енисейское письмо» дано по первым местам находок письменных памятников в долине реки Архон. Так, здесь нет указки. В долине реки Архон в Монголии, река Архон, приток Селенги, которая впадает в озеро Байкал. Так, и в верховьях Енисея. На территории Тувы вы видите Малый и Большой Енисей. Здесь также обнаружено большое количество первых памятников. Вот по названию этих мест и получило наименование Архоно-Енисейское письмо. Первый памятник тюркской письменности был обнаружен еще во времена Петра I Мессершмиттом, немецким исследователем на русской службе. С течением времени надписи накапливались, но никто не знал, как их читать. Никто не знал народа, создавшего эти памятники. И лишь через 1,5 века Николай Михайлович Ядринцев обнаружил параллельные тексты, написанные данным письмом, и китайскими иероглифами. Эти тексты и послужили для исследователей отправной точкой. Василий Васильевич Радлов выявил на Архоне значительное количество рунических надписей и сумел прочитать более 10 знаков.
Однако первенство в полной дешифровке принадлежит датскому лингвисту Вильгельму Томпсону. Больше не оставалось сомнений в том, что надписи содержали тюркский текст, а письмо – древнетюркское. Дешифровке некоторых из этих надписей посвящены работы Владимира Михайловича Наделяева. В 1963 году вышла его статья «Чтение архона-енисейского знака и этимология имени Танюкука», политического и военного деятеля второго тюркского каганата. В литературе было известно 8, простите, знаки не пропечатались. В литературе известно 8 вариантов расшифровок рассматриваемой графемы. Проанализировав варианты звуков по артикуляторным параметрам, Владимир Михайлович исключил из списка заднеязычные и язычковые звуки, оставив для дальнейшего анализа 5 вариантов. Дистрибутивный и функциональный анализ рассматриваемого знака в древнетюркских лексемах, а также сравнительно-сопоставительный анализ соответствия этому знаку в тюркских языках позволили Наделяеву представить все возможные, на его взгляд, варианты звучания этого знака в древнетюркском, отметив, что все они являются последовательными этапами развития одного и того же процесса преобразований исходного протюркского среднеязычного звука, либо щелевого назализованного йод, либо смычного носового не. Оставив для рассмотрения эти два звука, автор показал 4 различные гипотетические направления развития звуковых соответствий. Ну, первое направление заключается в деназализации назализованного йод. Второе – в спирантизации среднеязычного смычного не, с последующей деназализацией щелевого среднеязычного йод и так далее. В результате анализа автор приходит к выводу о том, что наиболее вероятным звуком, обозначенным в архоно-енисейской письменности, рассматриваемым знаком, является среднеязычный щелево-назализованный звук йод, тонёкук. Итоги исследования обобщены в таблице звуковых соответствий по языкам. Опираясь на эти данные, Владимир Михайлович обратился к этимологии собственного имени древнего тюрка, поставившего самому себе на склоне лет памятник с большой декларативной надписью на 2 гранитных стелах. В результате последовательности умозаключений Наделяев этимологизирует имя мудрого древнетюркского сановника как копытца или копыта-стрела. Аналогии столь странного наименования государственного деятеля из знатного тюркского рода приводятся из ряда тюркских и китайского языков. Например, один из якутских князей – каменное копыто, северные динлины – государство лошадиных голеней, тафалары в фольклоре – люди с лошадиными ногами. Статья опубликована в 1963 году, а в 1966 Владимир Михайлович переезжает в Новосибирск. Совершает поездки в Горно-Алтай, Туву, Монголию, где непосредственно знакомится с памятниками рунического письма, в том числе и с памятником Танюкуку в Монголии, в долине реки Орхон. Орхонским надписям с территории Монголии и Бурятии посвящены еще 2 небольшие статьи Владимира Михайловича Наделяева. Это древнетюркская надпись из Ховсамона, это краткая надмогильная эпитафия знаменщику Трубачу Ягосчуру. Вверху вы видите фигурку Ягосчура, а внизу
символ в виде буквы «Н», это его тамга. И вторая статья – древнетюркская верительная грамота. На нуклеусе из Бурятии выбита короткая надпись из 3 знаков. Вот здесь вот они хорошо видны. Прочитано Владимиром Михайловичем как Эльчим, мой посол. То есть каменный документ представлял собой древнетюркскую верительную грамоту, тамгу. И последний сюжет. Ряд статей Владимира Михайловича посвящен рунике Горного Алтая. В 1973 году вышла его статья «Древнетюркская руническая надпись из Кошагача». Кошагача, вот вы видите внизу, это юго-восточный район Республики Алтай. Памятник – это древнетюркская надпись, которой посвящена статья. Это надпись на каменной надмогильной плите. Вот Владимир Михайлович находится в этом районе Кошагача, исследует данный памятник. Надпись «Эпитафия» читается снизу вверх. На нашем рисунке нижняя часть стелы – это правая сторона рисунка. Правая сторона рисунка. Значит, читаются надписи снизу вверх, а у нас, соответственно, справа налево. Но поскольку на могиле памятник, вернее, надпись читается снизу вверх, то текст как бы исходит из уст самого похороненного под плитой. В этой надписи от лица умершего, авторитетной среди соплеменников личности, сообщается о том, что он был убит неким Китезом, вождем другого племени, и похоронен вождем Кикюем и его соплеменниками, среди которых жил и от которых отделился умерший. Далее в статье приводится лексико-грамматический комментарий, приводятся параллели из тюркских языков. Выявленные особенности свидетельствуют о тесных связях между древнетюркскими племенами Алтая и Притиньшанья и об их миграциях. Для фонетистов-тюркологов особо интересно замечание Владимира Михайловича о том, что словоформы «адерты» и «адрлтем» отражают свойственные многим енисейским памятникам фонетическое смешение твердорядных и мягкорядных знаков. На наш взгляд, здесь имеет место функционирование нейтрально-рядного сингармонизма, которое, как показывает надпись из Кошагача, было распространено уже в древний тюркский период. Ну, статья Елизаветы Ивановны Убрятовой посвящена древнетюркская руническая надпись из Бечик-Тубома. Это тоже Горный Алтай. Интересно тем, что в ней предложен нестандартный способ прочтения надписи. Впервые эта надпись была прочитана Эдхемом Рахимовичем Тенишевым, но Елизавета Ивановна не согласилась с этим прочтением, и она отказалась от традиционного прочтения надмогильных памятников снизу вверх, а учитывая неэпитафийный характер надписи и сложный рельеф камня, она читала эту надпись сверху вниз. У нас это слева направо. Здесь даны транслитерация, транскрипция, очень эпичный перевод и подробное лексикографическое описание с привлечением богатейшего сравнительно-сопоставительной базы по другим древним и современным тюркским языкам. В 1981 году Владимир Михайлович опубликовал самую объемную статью по рунической тематике «Древние тюркские надписи Горного Алтая».
не представлены прорези надписей из Ангудайского и Кошагачского района в Республике Алтай, их чтение, перевод и развернутый лингвистический комментарий. Надпись рассматривалась талдо-айрыкская, надпись на сланцевой стеле из Кошагачского района, инская надпись – это наскальная эпитафия, две наскальные надписи одинокого холма из Кошагачского района и группа надписей на скале Калбакташ в Ангудайском районе. Итак, по легенде, Горный Алтай был прародиной древних тюрок. Здесь их праматерь-волчица родила 10 сыновей, предков голубых тюрок. Сохранившиеся до нашего времени рунические надписи – это окаменевшая история духовной жизни человека на протяжении тысячелетий. Благодарю за внимание. Есть ли вопросы? Но если вопросов нет, тогда мы переходим к следующему докладу. И я объявляю доклад Ирины Анатольевны Невской, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института филологии. И речь пойдет о современных методах анализа рунических тюркских надписей. И такой мостик мы перекидываем от глубокой древности к современным технологиям, которые помогают эти надписи расшифровать. Пожалуйста, Ирина Анатольевна, можно начинать. Так, дорогие коллеги, вот всех приветствую. Очень рада. Меня слышно? Да, слышно, но пока не видно презентацию. Да, я пытаюсь. Так. Так. Почему-то не получается. Сейчас, секундочку, еще раз. Microsoft не позволяет что-то мне открыть. Сейчас я вот еще раз попытаюсь. Так. Секундочку. Так. Извините, дорогие коллеги, я с этой программой как бы не работала. Где тут где можно показать свою презентацию? Где находится этот? В правом верхнем углу. Там, где в правом верхнем углу? Выйти, вот между ними должно быть. Красная кнопка «Выйти». Где? Красная кнопка «Выйти», так. А перед этим? Поделиться. Вот это. Почему-то у меня нет поделиться. У меня тут показать участников, там чат, там есть дальнейшие там возможности. Так. Мне не позволяет почему-то показать мою публикацию, я не знаю почему. Так. Да. Угу. Ирина Анатольевна, если у вас Да. не получится, давайте вы вышлите нам на почту, а мы будем показывать здесь.
Хорошо, давайте. Никитовна, да? Да, я попытаюсь сейчас ответить на то письмо, которое я получила от института. Значит, посылаю презентацию. Так, я выслала презентацию. На адрес конференции? На адрес ИФЛ, Сибирское отделение и так далее. Так. Она довольно-таки большая, поэтому, может быть, не получится. Сейчас посмотрим. На всякий... Так. Вот он мне предлагает выслать... Он мне предлагает выслать через Mail-Drop. Не получили еще? Еще открываем почту сейчас. Угу. Там попробуем. Так, ну я сейчас Mail-Drop. Нет, не хочет Mail-Drop. Так, тоже не хочет. Никуда не на это. Не получили? Нет. Нет? Здесь нет. Нет. На адрес конференции нет. Здесь можно прикрепить в чат? Это моя личная почта. Вы отправили еще раз на адрес конференции? Да, на тот адрес, с которого посылали информацию про конференцию. То есть Институт филологии. Вот я посылаю еще с другого своего адреса имейла. Может быть, он пройдет. Вы знаете, у меня связь, видимо, здесь не очень хорошая. Я нахожусь в поездке. Что, получили? Да. Да, получили сейчас. И получили презентацию прям-таки. Да. Там 21 мегабайт. Все сюда. Ну что, получилось? Нет? Да, сейчас загрузим. Прекрасно.
Извиняюсь за технические проблемы. Да. 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 Скачайте. Все, Ирина Анатольевна. Так. Пошла презентация, да? Значит, круглый стол, посвященный истории развития письменности разных народов и их дешифровке, так? Вот. Речь пойдет о трехдименsionальной документации рунических надписей Алтая. Но я начну с очень краткого обзора значения рунической письменности для исследования древнетюркского языка и вообще для тюркологии. Вы уже показываете презентацию? Мне не видно. Сейчас. Угу. Ну, я, может быть, уже начну просто сам текст. Значит, древнетюркский язык использовал 8 различных видов письменности. Руническая, манихейская, сагдийская, уйгурская, сирийская, иначе называемая несторианским, арабская, брахми и тибетская. Но вот из всех этих видов письменности руническое письмо имеет особое значение для исследования древнетюркского языка. Ну, во-первых, это наиболее древнее письмо, которое использовалось для написания древнетюркского языка. Это письмо автохтонное, оно имеет наибольшее географическое распространение, и у него самое большое разнообразие материалов письма, то есть тех поверхностей, на которых писали. И это и камни, и бумага, и пергамент, и так далее. И предметы быта, и костяные пластины нам известны, и даже деревянные предметы, на которых писали этим письмом. И, кроме того, оно имеет самое богатое разнообразие содержания текстов, ну, по сравнению с текстами других видов письма. Значит, почему это наиболее древнее письмо? То есть мы не все виды письменности можем однозначно датировать, но вот те, которые мы можем датировать, это именно надписи долины Архона, и это являются самыми древними текстами, вот эти надписи, написанными на древнетюркском языке. Однако нужно сказать, что мы не знаем точно, когда начали это письмо использовать и когда его закончили использовать. То есть мы можем с точностью достаточно, с уверенностью утверждать, что оно использовалось в течение как минимум 5 веков. Вот. Его автохтонный характер также абсолютно очевиден. Ну, определяется этот автохтонный характер уникальной орфографией. То есть первые гласные А и Э не писались никогда. То есть остальные гласные писались. У него уникальный состав знаков. То есть специальные знаки для сочетания каждого согласного с гласными либо переднего ряда, либо с гласными заднего ряда. Таких вот орфографических особенностей
в других видах письма нам неизвестны. То есть совершенно очевидно, что это письмо создавалось именно для древнетюркского языка из различных источников, о которых мы не будем говорить, и оно обладает таким автохтонным характером. Вот. Как вы видите, состав знаков это более 50. Вот данная таблица взята из книги Игоря Валентиновича Кармушина, где он свел воедино все знаки рунического письма, известные нам на данный момент. Вот. Как на Архоне, так и на Енисее, так и на Алтае. Географическое распространение рунических надписей древнетюркских также уникально. Это и Монголия, бассейн Енисея, Тува и Хакасия, Восточный Туркестан, Северо-Западный Китай, Горный Алтай, Прибайкалье и Якутия, Западный Туркестан, то есть Таласская, Ферганская долина Кыргызстана и Узбекистана, а также Восточная Европа и Западная Европа, а также Северный Кавказ. Ну, вот последние 3 географических ареала представлены очень краткими надписями, и там мы как бы с уверенностью стопроцентной не можем утверждать, что именно древнетюркский язык там представлен, но есть как бы все основания, есть большое количество оснований это утверждать. Но как бы центром распространения этого письма это является самое древнее тюркское государство и самые древние тюркские государства, то есть первый и второй каганат, там какое-то время это письмо было государственной письменностью. И, по-видимому, вот акт создания этого письма, или, по крайней мере, нормирование этого письма, был именно приурочен к созданию государства древних тюрок, первых государств древних тюрок. Вот. На каких материалах писали? На стеллах, на скалах и камнях, на предметах быта, на бумаге и папирусе и так далее. То есть это следующий слайд. Вот. То есть по содержанию также наиболее обширные тематики. Это и эпитафии на стеллах или скалах, владельческие надписи, пограничные на скалах, мистические надписи, надписи религиозного или философского содержания, молитвенные или ритуальные, надписи, комментарии под рисунками, посетительские и так далее. Вот мы обратимся еще к ряду, так сказать, из этих текстов на материале рунических надписей Алтая. Значит, рунические надписи Алтая изучались, как вы понимаете, на протяжении многих десятилетий. Пионерами их исследования был и Владимир Михайлович Наделяев, и Елизавета Ивановна Убрятова. Вот. Ну, я занималась этими надписями, начиная с 2003 года. Программы, различные проекты во многом были инициированы Ларисой Николаевной Тебыковой, и мы совместными усилиями, так сказать, занимались сначала просто каталогизацией этих надписей в течение 2003 до 2016 года. Так вот, хотя промежуточные результаты были опубликованы в 2009 году. Это был сайт, где представлены были фотографии, попытки, все предыдущие прочтения, а также попытки наших прочтений этих надписей. И также каталог вышел древнетюркских рунических надписей в 2012 году, но работа не завершилась, потому что не было удовлетворения, с одной стороны, полученными результатами. Дело в том, что рунические надписи Алтая очень тонкие,
маленькие, знаки маленькие. Написаны они на скалах в основном, и их прочтение очень затруднено тем, что скалы имеют свою собственную структуру, трещины. На них, как всегда, если что-то написано, то писали в течение веков, и каждое новое поколение что-то еще привносило, и даже тысячелетий, потому что мы находим и рунические, помимо рунических надписей на них, рисунки, петроглифы, граффити, которые были оставлены предками на протяжении многих тысячелетий даже. Так вот, экспедиции 2017-2020 годов, они принесли надежду на то, что можно будет уточнить прочтение многих надписей благодаря их трехмерной документации, поскольку каждая из линий, которые там были нанесены, они имеют свою глубину, свою толщину, нанесены различными материалами. Поэтому вот измерение глубин отдельных штрихов можно было достичь только благодаря вот трехмерной документации. Вы видите на экране отдельные фрагменты наших экспедиций и участников, как местных жителей, энтузиастов исследования Горного Алтая, также вот сейчас в данный момент студенты Горно-Алтайского и Франкфуртского университета, вот Киндиков Михаил Борисович, учитель искусства в Ангудае, который собрал огромное количество надписей на Алтае. Вот следующие, пожалуйста, еще пару слайдов, фотографии. Да, и далее. Так, это студенты, вот Лариса Николаевна и Михаил Анатольевич Вавулин, специалист-археолог, специалист именно по трехмерной документации, с которым мы и начали работать в 2017 году. На следующем слайде руководитель лаборатории виртуальной археологии Томского государственного университета Ольга Зайцева и сотрудник этой лаборатории. Вот. То есть вот с ними мы работали над дальнейшим изучением этих надписей, их трехмерной документации. Пожалуйста, следующий слайд. Вот тут кратко очень еще раз ссылка на достигнутое. Вот. А до того момента, а далее уже следующий слайд, год 2017, наши используемые материалы и методы. Вы видите, что пытались сделать трехмерную документацию с помощью фотоаппарата. Это называется фотограмметрия. То есть идет съемка поверхности с наложением до 60% на каждый последующий снимок. Программа потом из этого делает трехмерную модель. Ну, снимали на тот момент как бы с руки, получалась точность фиксации не очень хорошая, поэтому примерно 30% фиксации не удалась вообще, но это просто у нас не было необходимого оборудования. Вот. Поэтому следующий слайд, пожалуйста. Мы, начиная с 2018 года, уже использовали разработанную нами специальную методику фиксации, которая дала возможность реконструировать трехмерные модели с очень высокой точностью. Вот тут вот результаты, это были результаты 2017 года, где только 60-70% точности моделей была достигнута. Вот. Поэтому необходимо было действительно, начиная с 2018 года, использовать новый метод. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Значит, мы стали делать 3 набора фотографий. Значит,
Первое, это с минимальным отступом от поверхности, буквально 1 сантиметр отступа, очень плотная такая сетка фотографий. Следующий набор фотографий на расстоянии 50 миллиметров, вот, уже более, так сказать, обзорные фотографии. И третий набор фотографий вот, на расстоянии примерно метра. Вот. Причем так сказать, следующим этапом или улучшением нашей методики было использование слайдера, который позволяет сдвигать фотоаппарат на 1 сантиметр по горизонтали, а также штатива, который позволяет потом всю эту конструкцию поднимать или понижать точно на 1 сантиметр. Вот. Тем самым достигалось очень точное перекрывание, площадь перекрывания каждого из снимков, каждого последующего снимка и предыдущего снимка. Пожалуйста, да, вот он слайдер и штатив. И для того, чтобы проверить, насколько эти результаты точны, использовался ручной сканер. Пожалуйста, следующий слайд. Вот, трехдименsionальный сканер Artex Slider. Вот. Возникает вопрос, почему сразу не взять вот этот Artex Slider? Как вы видите, очень простое использование, держи в руке и как бы фотографируй поверхность. Да? Вот. Ну, следующий слайд показывает, что же мы все-таки можем достигнуть, если мы используем ту методику, которую мы выработали. Ну, вот самый верхний снимок, это вот все снимок одной руны, это руна М. Вот, верхний снимок показывает достигнутую точность с использованием наших методик. При этом точность фиксации это 0,08 миллиметра, то есть очень высокая точность, и я думаю, что вы хорошо видите линии. Вот посередине это снимок, который дает в лучшем случае трехдименsionальный сканер ручной Artex Spider с резолюцией 0,1 миллиметра. В принципе, для многих знаков это уже достаточно, тут более-менее неплохо это видно, но тем не менее есть еще, ну как сказать, шумы. Смотрите, вот тут еще такие косые линии видны, которые абсолютно к знаку не относятся. Вот. Ну и нижний снимок – это другой еще один трехдименsionальный сканер, который можно было бы использовать, но его резолюция всего 0,5 миллиметра. То есть вы видите, что знак вообще на нем не виден. То есть вот та методика, которая была разработана, она применима именно к таким поверхностям и к таким знакам, которые мы имеем в Республике Алтай в большинстве случаев. Вот. Вот эти вот трехдименsionальные сканеры, с которыми мы сравнивали, Artex Spider, Creaform, и сейчас существует очень много разных моделей, они использовались уже до нас, но буквально за год до нас, в Монголии. И на стеле, на одной из стел там была обнаружена надпись, сделанная письмом Брахми. Вот. Ну, знаки, разумеется, в разы больше, чем знаки, вырезанные тоненькие наши знаки в Республике Алтай. Вот. И эти сканеры, они сослужили хорошую службу и позволили надпись, в которой речь идет вообще о древнетюркских государствах, но написано не на древнетюркском языке, а, как выяснилось,
написанное на ранее до того вообще неизвестном среднем монгольском языке, как его назвал Александр Вовин, сделавший прочтение, недавно ушедший из жизни. Вот. То есть это было замечательное научное открытие, сделанное с помощью также трехдименциональных методов. Вот. Но, как мы видим, для Республики Алтай эти методы, которые использовались на стеллах, были непригодны. То есть, разумеется, для каждой поверхности, для каждого типа знаков или вообще даже штрихов, которыми они нанесены, эти знаки, необходима своя методика. То есть вот для Алтая однозначно наиболее оптимально вот выработана методика. Пожалуйста, следующий файл. Да, вот он, вы уже его открыли. Так вот, результаты фотограмметрии, которые были достигнуты за эти годы, то есть 18, 19, 20 год, когда проходили экспедиции. То есть методами вот этими именно, которые были разработаны, были зафиксированы все рунические надписи Алтая, все полностью, которые находятся либо на месте их обнаружения, либо в музеях Республики Алтай. Часть надписей была утеряна, естественно, не могли мы их зафиксировать. Часть находится в музее в Барнауле и в Москве. Также они не фиксировались, но они уже ранее были хорошо зафиксированы. Значит, вот все эти надписи теперь зафиксированы с точностью до 0,08 миллиметра. Так, пожалуйста, следующий файл. Зачем? И этот метод, про который я рассказала, он очень трудоемкий, а также требует много времени. То есть получается, что фиксация 1 квадратного метра, только фиксация занимает около 6 часов. Но почему же это все-таки необходимо, мы об этом как раз скажем. Значит, для многих надписей в Республике Алтай, а также и надписей Енисейского бассейна, это единственная возможность сделать достаточно надежное их прочтение, потому что их особенности не позволяют прочесть их при документации обычными традиционными методами. Вот. Ну, а значимость методики подтверждается тем, что вот в Республике Алтай 107 надписей таким образом было задокументировано. То есть сравните, что в 2012 году было обнаружено еще только 90 надписей. Вот. Но эти 90 надписей включали и надписи, которые уже утрачены, и надписи в музеях Барнаула и Москвы. То есть вот 107 – это те надписи, которые находятся именно на территории республики. Вот, они все были зафиксированы. Так вот, в Республике Хакасия 36 надписей известны, но это все в основном стеллы. И в Республике Тува 74 надписи. Вот. Посмотрим коротко следующий слайд. Это география распространения надписей. Значит, вот мы видим алтайские, тувинские синенькие, и повыше надписи Хакасии. Так вот, для Хакасии и Тувы именно надписи на стеллах в основном изучались, а Республика Алтай имеет всего лишь 5 стеллок, так что там у нас не было возможности, то есть все остальные 100 с лишним надписей, они на
других поверхностях, не на стеллах, и требует именно вот такой документации. Вот. Ну, что нам, следующий, пожалуйста, слайд, вот что нам дает такая документация, это вот как бы демонстрационный такой слайд, можно посмотреть, если мы щелкнем по одной из ссылок, пойти посмотреть трехмерную модель в интернете. Вот. Так, откроется отдельная ссылка. Так, да, так, у вас все открывается даже, это очень хорошо. Так, сейчас буквально пару минут, и все откроется. Ну, не пару минут, так. Да, вот, уже открывается трехмерная модель. Ее можно... Она еще не полностью загрузилась у вас. Вот так, вот уже почти загрузилась. Ее можно с помощью, да, вот она, с помощью курсора поворачивать в разные стороны, выворачивать наизнанку. Это как бы срез поверхности камня, который имеет и глубину тоже. То есть мы можем видеть, а с помощью специальных программ и измерить глубину каждой линии. Вот мы видим, что на вот этом вот фрагменте там целый ряд петроглифов, вон сверху козлики, там снизу козлики, а надпись, вот она снизу примерно посередине, можно все это увеличить и посмотреть каждую линию. То есть вот это как бы трехмерная модель, с ней можно работать. Давайте тогда пойдем дальше. Следующий слайд. Вот. Здесь мы видим результат как бы использования трехмерной модели на примере надписи Бечиктубом-3, про которую вы сегодня уже слышали. Ее многие пытались прочесть, Евгений Рахимович Ченишев, Елизавета Ивановна Убрятова. Вот. Но посмотрите, что выяснилось. Вот эта поверхность с надписью слева, да, видите, вот слева поверхность с надписью, трещины скалы, и, как выяснилось, на ней находятся еще и линии различной глубины, различного возраста, 4 типов. Вот следующая колонка, это выделены голубым только линии надписи. Да, вот следующий срез. Следующий срез мы видим снизу, ну, очень такой красивое граффити древнетюркского времени. Следующая колоночка, это, значит, вот зеленым выделены штрихи менее глубокие, недавнего времени. И самое крайнее справа это глубокие и широкие линии, это уже совсем недавние, они выделены красным цветом. То есть вот эти все типы линий, они накладываются на надпись, на линии надписи, и в результате, конечно же, невооруженным глазом невозможно отличить, где же все-таки знак надписи, а где же вот часть рисунка или одна из вот этих вот, ну, как сказать, неструктурированных линий, вот представленных зеленой и красной краской, поскольку на глаз мы не сможем замерить глубину этих линий, если мы видим вот просто фотографию надписи, или даже мы просто уткнемся носом в эту поверхность. Глаз нас не может различить глубину до 0,08 миллиметра. Да? Вот. Что же в результате стало возможным? Пожалуйста. Стало возможным прочитать эту надпись заново. Значит, вот у нас это прочтение ее, которое было сделано в результате трехмерной документации. Вот Б – это то, что мы читали в результате
нашей работы традиционными методами. То есть если мы сравним знаки, прорисовки справа и слева, мы увидим, что многие знаки были уточнены. Вот. И выяснилось, что текст имеет очень интересное прочтение. Вот. И оказалось, что надпись религиозного содержания. То есть вот такая получилась, значит, во-первых, там две строки. Первая строка «еги», то есть это благодать или добро, можно перевести вот эту первую строку. Вторая строка – это как бы призыв вступить в некую монастырскую общину, присоединиться к какой-то из мировых религий. Вот как люди, принадлежащие к монастырскому сообществу, состоящему из индивидуумов, которые приносят ему пользу, так же и ты следуй благодати и получи благословение. И получи благословение. То есть получается, что подтверждается гипотеза Козласова, о господи, о том, что в деревне Бичектубом, где-то в окрестностях деревни Бичектубом, где мы нашли эту надпись, был монастырь. Или, ну, по крайней мере, монастырская община существовала. И естественно, что для представителей мировых религий является очень важным деянием это привлечение новых членов сообщества, ну, так сказать, пропаганда. Вот. Ну, да, Игорь Леонидович. Да-да, я заканчиваю уже, да? Времени не осталось. Ага. Вот. Соответственно, вот эта надпись, мы не знаем, какая это религия, поскольку термин, который мы здесь нашли, сангыг, это принадлежащий к монастырскому сообществу, он использовался как в буддийской религии, так и в манихейской религии. Но в любом случае это вот второй термин религиозный, который обнаружен в рунических надписях вообще в принципе. То есть вот для того, чтобы оценить значимость вот данного открытия. Вот. А тут вот совсем недавнее открытие, то есть если Бичектубом и ранее читали, знали, но не удавалось прочесть, как нам представляется, адекватно из-за вот сложностей поверхности, то вот этот вот камень был обнаружен совсем недавно. Тут мы невооруженным взглядом видим только достаточно древний петроглиф в середине, некое животное непонятное. Вот. Но то, что тут находится еще и руническая надпись, вот просто по фотографии не видно. Давайте пролистаем немножко дальше. Вот. Так, вот этот рисунок скифского времени. А вот покажите, пожалуйста, это вот все, что еще находится на камне, помимо того рисунка скифского времени. В том числе 3 линии рунических. И вот эта вот надпись по ее прочтению, она показала, что на Алтае сочетаются как бы и мировые религии, буддизм или манихейство, и сохранялись в древнее время также свои традиционные представления, потому что эта надпись, это обращение к духам природы с просьбой сохранить, вылечить и так далее. Вот давайте сразу покажем перевод уже немножко дальше. Да, вот это сама надпись, и вот он перевод. То есть обращение «Предок, прародитель древних животных». Это мой дом, в доме болезнь. Вечная скала, будь благословенна. Забери мое имущество, но защищай моего брата или родственников. Вечная скала, будь благословенна. Обереги жену младшего брата. Вот. То есть вот без трехдименsionальной документации невозможно было прочесть надпись на этом камне, поэтому вот мы работаем дальше над прочтениями
новыми прочтениями практически всех рунических надписей. Вот. Спасибо большое за внимание. Я боюсь, что время несколько... Спасибо. Было очень жаль вас прерывать, потому что действительно история совершенно уникальная. Это обнаружение новых, ранее никогда неизвестных памятников в таких условиях. Ну, я думаю, вы сами видели это непосредственно на местах. Абсолютно новые надписи и новая технология, которая дает возможность их прочтения. Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Мы на этом закрываем нашу историческую часть, связанную с дешифровками древних письменностей, и переходим к той современной ситуации, которая существует на территории Сибири. И вот для студентов я хочу сказать, что вы здесь в этой аудитории можете видеть людей, которые являются Кириллами и Мефодиями своих народов, потому что они создают и разрабатывают письменности сейчас, вот точно так же, как когда-то великие мыслители древности разрабатывали письменности для русского языка, но и для других языков мира. И я сейчас расскажу буквально несколько, ну, постараюсь, можно запустить мою презентацию, да? Уже. Так, а я ее могу видеть здесь? Или туда мне смотреть? Хорошо, ладно, тогда я... давайте. Да, здесь. И я буду говорить о том, какие типы письменности сейчас в современное время существуют на территории Сибири. Ну, у нас есть старописьменный бурятский язык, который, начиная с XIII века, это очень давно, использовал старомонгольскую письменность. Это языки, для которых в XIX веке были разработаны письменности на основе кириллицы. Это работы прежде всего миссионеров. Это якутский, алтайский, шорский, алеутские языки. Это для Сибири достаточно, ну, как бы старописьменные языки. Младописьменные языки, получившие письменность в начале 30-х годов 20 века, и, наконец, новописьменные языки, которые получили письменность вот совсем недавно, буквально на наших глазах, в конце 20 века. Ну, вот вы видите здесь список этих языков. В XIX веке начинает развиваться письменность на территории, ну вот, благодаря деятельности миссионеров, которые крестили и обращали в православие коренные народы. Ну и вообще эта история типична не только для сибирских языков, но мы знаем, что и церковнославянский язык, как основа русского литературного языка, он тоже связан с духовной традицией. И вот это вот наличие у русского языка высокого стиля, окрашенного такими высокими духовными коннотациями, конечно, связано с тем, что первоначально это были тексты религиозного содержания. И также примерно развивается история для языков Сибири, когда начинают создаваться, во-первых, переводы Евангелия на сибирские языки, но чтобы перевести текст, чтобы он был понятен носителям этого языка, нужно, конечно, первоначально изучить структуру этого языка, и его фонетику, и морфологию, синтаксис, так, чтобы передать эти смыслы, очень сложные для передачи, на языки этих народов. И параллельно с этим создаются буквари, потому что развиваются церковно-приходские школы, и первая задача миссионеров – это обучить людей грамоте, ну и потом текстами, которыми они пользовались для чтения, являлись уже тексты религиозного содержания. Ну, вот некоторые картинки, некоторые примеры. Это священное Евангелие на якутском языке 1957 года, 80-го года Евангелие на хантыйском языке, их было несколько на хантыйском языке создано в XIX веке. Вот азбука для шорских и народческих детей Кузнецкого Алтая 1906 года. Вот азбука 1897 года для учеников Абдорской, ныне Салихардского, ну, Абдорский теперь это Салихард, Абдорской церковно-приходской школы. И обратите внимание, здесь уже используются элементы глассирования. Вот мы вчера говорили о том, что нынешние тексты обязательно глассируются. Вот принцип подачи текста, он примерно такой, как и сейчас используют лингвисты при глассировании текста. Вверху дается строка на языке, внизу дается пословный перевод, который не является литературным, но он отражает структуру исходного текста. В советское время начинается совершенно уникальная во многих отношениях и для многих стран мира история.
Ну, во-первых, в 2018 году происходит реформа русской письменности, об этом вы все прекрасно знаете, но она происходит не одна, не сама по себе, она вписана вот в тот очень такой большой контекст языковой политики, который для того времени характерен. Конечно, предпосылки реформирования русской письменности уходят корнями в конец XIX века, не просто вот большевики пришли, поменяли, до этого работала орфографическая комиссия, которая очень большой вклад внесла в подготовку этой реформы, но сложились такие политические условия, в которых эту реформу можно было принять. Потому что реформирование письменности – это всегда очень болезненный процесс. Он означает, что сиюминутно, одномоментно, вот вся та прослойка интеллигенции, самый-самый образованный слой народа, он практически моментально становится неграмотным и должен переходить на какие-то другие правила. И именно у интеллигенции и образованных людей, это любая реформа вызывает отторжение, неприятие, такое вот напряжение. Но вот именно политическая обстановка благоприятствовала тому, что это можно было осуществить быстро, так как бы массированно и под давлением, но это, конечно, опиралось на очень серьезную научную проработку. Оказалось, что перепись населения 26 года дает нам вот такие вот проценты очень низкой грамотности не только среди русскоязычного населения, но и среди людей среди коренных народов, которые практически были безграмотны на своих родных языках, потому что для многих языков письменности вообще не существовало, но и тех, кто умел читать по-русски, тоже было совсем небольшое количество, это 7%. Поэтому начинается большая программа по ликвидации безграмотности, и в это время возникает идея, что все языки нужно перевести на латиницу, и на полном серьезе обсуждается вопрос перевода на латиницу русского, белорусского и украинского языков. И подоплекой этому была вот такая политическая убежденность, что вот сейчас грянет мировая революция, и для того, чтобы люди разных народов лучше понимали друг друга, вот нужно сразу все перевести на латиницу. Но вот эти вот идеи равенства, суверенитета народов России, отмена любых национальных, религиозных привилегий, ограничений, оно привело к тому, что все народы получили право использовать свой родной язык во всех сферах жизни, и языковое строительство было частью культурной революции. Ну, например, в решениях 10-го съезда РКПБ было записано, что необходимо развивать и укреплять у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти и так далее. Развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительские учреждения на родном языке. Это, конечно, очень такие прогрессивные взгляды и очень прогрессивная задача. Ну, конечно, все эти задачи невозможно было решить без того, чтобы не создать письменность, нормированные литературные языки. И вот эта программа начинается в 26 году, создается Северный факультет, позже он называется Институт народов Севера. Сейчас в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге до сих пор действует и работает Институт народов Севера, где проходит обучение подавляющее большинство носителей северных языков. И вот в 29 году и преподаватели совместно со студентами, естественно, с носителями этих языков, разрабатывают единый северный алфавит, который они начинают применять в своей повседневной практике, в преподавании этих конкретных языков. И вот он начинает действовать. Вся эта программа, конечно, проводилась на основе такой мощной государственной партийной поддержки, но она была основана на очень глубоком лингвистическом анализе. Огромные силы лингвистов были брошены на то, чтобы изучить фонетику, грамматику языков, которые не имели письменности вообще. И в это время вот в этой сфере работают такие выдающиеся ученые, как Щерба, Ушаков, Поливанов, Яковлев. Вот Яковлев как раз доказал математическими методами, что слоговой принцип русской графики, несмотря на то, что он не идеальный, мы сейчас об этом скажем, но для русского языка он является наиболее оптимальным.
В 30-е годы происходит переход тюркских языков на латиницу. До этого большинство из них пользовались арабской письменностью, и это вызывало определенные затруднения. В 23-м году Азербайджан, потом Туркмения, потом принимается унифицированный новотюркский алфавит, и следом переходят все тюркские республики Советского Союза на эти новые алфавиты. И вот здесь посмотрите, какой интересный факт. Глава Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, очень известный человек своими прогрессивными взглядами, вот отец нации, он очень пристально следил за тем, что происходит в это время в Советском Союзе, и в 1928 году в Турции осуществляется переход на латиницу. Это единый процесс, который происходит повсеместно. Более того, в это время рассматриваются и возможности перевода китайского, и корейского, и японского языка тоже на латиницу. Вот несколько агитационных плакатов того времени. Вот с левой стороны: крестьянин рабочий, ты овладел винтовкой, овладей и пером, заполняй собой школы и университеты, знания завершит твою победу. На русском языке и внизу с арабский вариант письменности. Но справа здесь цитата из Ленина. Мы видим, что уже латинская письменность используется. Никакого здесь вот параллели арабской здесь нет. Ну вот еще несколько таких замечательных плакатов. Например, Узбекская ССР, светящийся маяк на рубеже колониального Востока, призыв нести вклады в сберегательные банки, хлопок, повысить урожай хлопка, ну и так далее. Но, несмотря на то, что вот такие массированные были усилия предприняты, но у разных представителей разных тюркских народов возникали определенные разногласия, потому что было предложено ввести единый набор для всех тюркских языков и ввести делопроизводство на одном вот каком-то таком усредненном тюркском варианте письменности. Ну, конечно, каждый ученый, каждый отстаивал те принципы, которые лучшим образом соответствовали его родному языку. Ну и поэтому было определенное такое сопротивление элит, и этот проект не так легко проходил в жизнь, как того бы хотелось. В 1931 году был создан единый северный алфавит, и обратите внимание, на каком уровне он был утвержден. Он был утвержден научным советом Всесоюзного центрального комитета нового алфавита при президиуме Совета национальностей Центрального исполнительного комитета СССР, сектором науки Народного комиссариата просвещения РСФСР. Это самый высокий уровень, это уровень законодательный. После этого сопротивляться вот этим было невозможно, этим начинаниям. И дальше такого же уровня решений не было никогда предпринято, что привело в современное время вот к тому разнобою, о котором я сейчас буду рассказывать. В рамках создания единого северного алфавита письменность получили 16 языков из разных семей. Это уральский, тунгусо-маньчжурский, чукотско-камчатский, эскимоско-алеутский, ну, в общем, практически все языки всех семей, которые есть на территории Сибири, они все получили впервые письменности. Они были разработаны для них вот сиюминутно, вот буквально в один день они были приняты. Вот так выглядел единый северный алфавит на основе латиницы, но это не значит, что в нем использовались только эти буквы и никакие другие. Для каждого языка были использованы дополнительные графемы, дополнительная диакритика, и эти алфавиты были фонематическими, научно обоснованными, и в них очень четко отражалась особенность произношения на всех этих языках. Вот как эта история развивалась применительно к хантыйскому языку, драматично я сейчас про это расскажу. Сейчас живыми является 6 диалектов, может быть, это 6 самостоятельных языков. И начало
обучение хантыйскому языку было положено в Абдорской церковно-приходской школе Иваном Семеновичем Шимановским, учеником которого был Петр Ефимович Хатанзеев. Я об этом специально говорю, об этой преемственности, потому что в рамках создания единого северного алфавита именно хантыйский букварь, написанный Петром Ефимовичем Хатанзеевым, был первым, который вообще в этой серии букварей появился. И вот эта вот преемственность, миссионерский этап, вот советская программа по созданию алфавитов, вот эти все вот шаги преемственности, они здесь не утрачены, они все поддерживались и развивались. Так выглядела страничка этого букваря. И хочу обратить ваше внимание на прекрасные картинки, которые во всех букварях, которые в то время издавались, были нарисованы. Они очень точные с точки зрения вот быта, реалий, этнографии этих народов. И рисовали эти буквари лучшие художники, которые иллюстрировали детские книги. Вот в моем детстве вот эта вот детская книжка была у меня, поэтому она для меня очень дорога. И что художники, как они работали над этими букварями. Посмотрев иллюстрации, северянин задачно спросил, почему здесь отец одет как жених? Почему нарта нарисована не такая, как у Манси, а ивенгская? И зачем ездовые собаки запряжены по-чукотски, не так, как это принято у Манси? Ну вот и Евгения Константиновна Венбах отправляется на север, делает зарисовки непосредственно на местах, для того, чтобы сохранить вот тот зрительный ряд, тот облик, который был бы близок, понятен и соответствовал бы картине мира вот этого народа. Вот посмотрите, зайчика, я очень люблю вот этого, про зайчика потом еще покажу, кажется. Но в это время все-таки эта история с латинизацией не состоялась в полной мере, потому что возникли определенные технические трудности. Во-первых, нужны были большие трудозатраты, вернее, денежные, финансовые затраты на то, чтобы переоборудовать все типографии, на то, чтобы создать специальные печатные машинки для разных языков с разными наборами шрифтов. Возникла необходимость переписать на новой графике вот всю ту литературу, которая существовала до этого. Ну, не для всех языков она существовала, но для многих языков все-таки письменная традиция была достаточно глубокой. Но еще один аргумент, который приводили на разных конференциях и на разных совещаниях вот, представители с мест, они говорили следующее. Вот сейчас дети приходят в школу, и им приходится одновременно осваивать кириллицу, когда они изучают русский язык, и осваивать латиницу, когда они изучают свой родной язык. С одной стороны, как будто бы вот это четкое разделение кириллицы для русского языка, латиницы для родного языка должна была бы противопоставить эти языки, но в это время идея возобладала другая. Возобладала идея интеграции, что русский язык должен стать средством межнационального общения и сотрудничества, и поэтому нужно наоборот, вот если первая идея была соответствовать вот тому, той масштабной революции, которая должна была всколыхнуть весь мир, то стало понятно, что никакой такой революции не произойдет, и нужно интегрировать народы внутри России. Ну, кроме того, в 1937 году были известны события, и многие из ученых, которые принимали участие в разработке этих шрифтов, были репрессированы. И вот этот вот переход с латиницы на кириллицу, он оказался для некоторых языков очень болезненным. И некоторые языки, которые получили письменность и на которых начала письменность развиваться на латинице, они ее впоследствии утратили. Вот здесь эти языки перечислены. И потом уже начали восстанавливаться вот в наши дни буквально. Переход на кириллицу, вот так вот стал выглядеть текст. И в чем здесь проблема? Вот я говорила о том, что самые лучшие умы того времени работали в этом направлении, и были сформулированы представления об идеальной графике, орфографии. Например, Бодуэн де Куртене, да, ну, величина известная, он говорил, что каждая буква должна обозначать фонему, то есть не должно быть букв, не обозначающих звуков.
Каждая буква должна обозначать лишь одну фонему, не сочетание двух или более фонем. Каждая буква всегда должна обозначать одну и ту же фонему. Обозначение разных фонем одной буквы недопустимо. И вот таким образом сформировалось представление об идеальной графике, где звучание и написание должны более или менее соответствовать друг другу. Поэтому идеальным алфавитом должен быть фонематический алфавит. Вот и высказывания Щербы, и высказывания Аванесова, и высказывания Поливанова, высказывания Щербы, вот все в этом же русле. И обращаю внимание на эту цитату из Щербы, где он говорит, что мы не можем отображать на письме все нюансы произношения, потому что нет никаких объективных оснований для решения вопроса о том, какие нюансы произношения нужно отражать, какие не отражать. И единственное научное решение – это фонематический принцип. Но в русском языке сразу возникает вопрос, ведь принцип не фонематический, а слоговой, почему так? Но в русском языке букв значительно меньше, чем фонем, и используются йотированные буквы. Ну, понятно, что йотированные буквы используются для того, чтобы обозначать мягкость предшествующего согласного, и этот принцип был механически перенесен на сибирские языки. Но в хантыйском языке оппозиции по твердости и мягкости такой, которая есть в русском языке, не существует. И вот когда детей учат, что мы тут используем йотированные буквы, чему учат? Вообще говоря, детей обманывают. Потому что если йотированная буква обозначает мягкость предшествующего согласного, а никакой вот этой вот оппозиции в хантыйском языке нет, то это вообще-то противоречит лингвистической правде. Вот слоговой принцип русской графики. Почему он, заканчиваю, почему он так хорош для русского языка? Потому что он дает экономию. Есть большое количество парных согласных и небольшое количество гласных, но в хантыйском языке все не так. Есть только 3 пары среднеязычных, есть среднеязычные согласные, которые можно было бы как-то вот здесь вот приспособить для обозначения мягкости. Но зато есть ряды гласных, противопоставленных по краткости и долготе. И происходит вот такая замечательная история. И алфавит русского языка, и некоторые алфавиты русского языка насчитывают вот эту вот цифру 33 буквы. Но при этом в русском языке 42 фонемы обозначаются вот этими 33 буквами, и мы имеем экономию, а в хантыйском языке 26 фонем обозначаются вот этими же буквами, и мы имеем избыточность. И это вот в продолжение той самой истории, о которой, в общем, говорила вчера Елена Всеволодовна, о том, что разрабатывают алфавиты люди, которые переносят механически принципы одного языка на системы других языков. И не всегда это получается идеально. Вот тут было много разных. И дальше в хантыйском языке начинают развиваться параллельно и независимо друг от друга разные варианты письменности для всех существующих диалектов. Для одних диалектов используется слоговой принцип, для других диалектов используется фонематический принцип, и никакого согласования нет. Каждый учебник, который публикуется, примерно каждые 10 лет, содержит разные варианты письменности. И если русский язык на протяжении своей тысячелетней истории испытал 2 реформы орфографии, то хантыйский язык на протяжении 100 лет испытывает эти реформы каждые 10 лет. К чему это приводит? Вот есть слово «язык» или «слово», которое можно написать 32 возможными вариантами. И все эти варианты, они присутствуют в том числе и в школьных учебниках. Вот, например, здесь только обложки учебников хантыйского языка только за 2 класс. Посмотрите на слово «язык». Вот этот вот учебник Валентины Николаевны Салавар, который здесь присутствует, я сделала большим, потому что здесь это слово написано правильно. На всех остальных, написано, вы видите, вот эти вот 2 правых сингеповских учебника, которые вышли одновременно в один и тот же год для разных диалектов, но это слово написано там по-разному. В зависимости от того, кто выпускает газету, вот 2 нижних, это первые заглавные страницы газеты, вы тоже видите, что в зависимости от настроения редактора тоже вот это вот слово «язык» обозначается по-разному.
Ну и вот возвращаясь к той цитате, вот какие нужно тонкости произношения обозначать или не обозначать, в текстах на хантыйском языке можно найти вот такие вот попытки обозначить вот эти вот особенности звучания, которые человек услышал в речи того информанта, от которого он это записывал. Ну и тут, конечно, можно ерничать до бесконечности. Вот если бы русским детям в 1 классе предложили писать слово «язык» так, во 2 классе «язык», в 3 классе «язык», я не знаю, какой был бы уровень грамотности русских детей, но хантыйские дети справляются. Вот какой учебник, какой язык должен быть представлен здесь, идеальный, эталонный или бытовой, это очень большая проблема, потому что что такое литературный язык, который прежде всего должен быть отражен в учебниках, это наддиалектная форма языка, нормированная, имеющая широкий диапазон функциональных стилей, но наличие такой функциональной формы для языков Сибири очень-очень редкая ситуация. И вы должны понимать, что та ситуация, в которой мы с вами живем, русского языка, который является единым на всей территории от Запада до Востока, и мы все пользуемся одним и тем же языком, мы хорошо его читаем, он зафиксирован в словарях и в грамматиках, такой ситуации для Сибири не встретишь практически нигде. Поэтому на хантыйском языке сейчас одновременно развиваются письменности на 6 диалектах, и другой ситуации нет, потому что создать наддиалектную форму практически невозможно, и нужно принять эту ситуацию так, как она есть, то есть диалектная письменность. И необходимо создавать линейки учебников на всех диалектах. И что, опять же, вот возвращаясь к ситуации, почему так происходит? Потому что нет никаких документов, никак не нормирована в настоящее время эта ситуация. Она начинает меняться, может быть, она вот буквально на наших глазах изменится, и мы с вами окажемся свидетелями такой же масштабной языковой ситуации языкового строительства, которая была 100 лет назад, но пока что нет ни одного документа, который регламентировал бы использование языков в разных сферах, и каждый журналист в газете пишет так, как он хочет, как он привык, как ему удобно, как ему нравится, и никто ему не указ, потому что указа такого не существует. Спасибо за внимание. И я предоставляю теперь слово. Мы теперь продолжим разговор о том, как письменности развиваются на языках. Что? Нет, не будем. Нет, давайте еще. Давайте все-таки Сурну послушаем. Да? Ну, все-таки послушаем, но нехорошо так. А потом поедем и быстренько пообедаем. Да? Угу. Сурна Борисовна, вы еще здесь? Вы с нами? Да. Меня слышно? Да, пожалуйста. Мы сейчас послушаем доклад Сурны Борисовны Сарбашевой, доцента кафедры алтайской филологии и востоковедения Горно-Алтайского государственного университета, руководителя Центра алтаистики и тюркологии. И Сурна Борисовна будет говорить о проблемах становления письменности на исчезающем туба-языке. То есть вот сейчас будет такой блок, который посвящен языкам, которые не имеют письменности, или письменность находится вот в каком-то... какие-то проблемы с этой письменностью существуют. Сейчас мы запускаем вашу презентацию. Спасибо. Уважаемые участники конференции, уважаемые студенты, спасибо, что вы пришли сегодня именно на эту конференцию послушать, какие проблемы существуют на территории Сибири, потому что на самом деле для филологов это очень важно. Уважаемые организаторы конференции Наталья Борисовна, Ираида Яковлевна, Людмила Алексеевна, Ирина Витальевна и Ханиса Чавдатовна, вас приветствую всех, давно мы с вами не виделись, и всех коллег, с которыми мы вместе обучались в аспирантуре. И спасибо, Наталья Борисовна, что вы поднимаете такие глобальные вопросы, на которые на сегодняшний день никто не сможет ответить, ни Министерство просвещения, ни Министерство науки и высшей школы. И действительно, вот эта проблема письменности
на сегодняшний день стоит особенно остро, хотя эти вопросы мы поднимали еще 20 лет назад. За 20 лет изменилось очень много вокруг, изменилась ситуация и политическая ситуация в отношении языков малочисленных этносов, но вот в законодательном плане, как вы сказали, действительно эти проблемы все еще остаются нерешенными. И сегодня вот поздравляю всех вас с 60-летием гуманитарного образования в Новосибирском государственном университете. И вот все ученые, про которых будет речь идти сегодня, завтра, это и Валентин Александрович Аврорин, это и Тимофеев, извините, без имени отчества Федоров, Елизавета Ивановна Брятова, Майя Ивановна Черемисина, Нина Александровна Лукьянова. Они очень много сделали для того, чтобы создать базу для дальнейшего изучения. И, конечно, для нас, фонетистов, особенно важны исследования Владимира Михайловича Наделяева, заведующего лаборатории, основателя лаборатории экспериментальных фонетических исследований. Сегодня эта лаборатория в Российской Федерации является вот флагманом, наверное, гуманитарного образования в целом. И нужно, наверное, все-таки поднимать вопрос о том, чтобы на кафедре, на факультете гуманитарных исследований, как правильно называется, все-таки сделать так, чтобы это направление тюркология, направление языки народов Сибири было, и сделать все для того, чтобы возобновить обучение даже на уровне магистратуры, потому что бакалавриат действительно многие еще не знают, куда бы они хотели поступить, но магистратура, мне кажется, на сегодняшний день это есть решение вопросов подготовки кадров в этом направлении. Сегодня вот много говорили об исследованиях Владимира Михайловича Наделяева, как рунолога, можно его смело так назвать. И вот когда я готовилась к своему докладу, нашла его очень интересную статью в сборнике «Алтайский язык на современном этапе его развития», вышедшая в 1984 году в Горно-Алтайском университете. И вот его статья о древнетюркских надписях Горного Алтая, вот для меня вот эту статью я когда-то просматривала, и она для меня открылась заново, потому что вот все его лингвистические комментарии на сегодняшний день оказываются снова настолько актуальными, что нужно, наверное, нам, фонетистам, пересмотреть и включить в наши современные исследования те результаты, которые получены Владимиром Михайловичем Наделяевым. И вот, собственно, в исследованиях, даже в становлении письменности туба языка, также вот эти лингвистические комментарии, сделанные к древнетюркским надписям, тоже имеют отношение. Например, это касается однофонемного восприятия этих двух фонем, «л» мягкий и «л» палатализованный и «л» твердый, следовательно, об их однофонемности в древнетюркском консонантизме в Алтайском регионе, и личные имена от «этель» и «ачык». Первый из них отсутствует в древнетюркском языке, прочитано как десятисиллабы с опорой на большую частотность десятисиллабов и полисиллабов, в древнетюркской антропонимии как моносиллабы, и эти имена звучали бы совершенно по-другому. То есть и Владимир Михайлович выделяет в своей работе и глагольные лексемы, йога, например, и ему, наверное, мне сейчас кажется, что дешифровка древнетюркских рунических памятников была очень интересным занятием, потому что он, как фонетист, он как тщательно исследующий каждую фонему, для него, наверное, это тоже было таким любимым занятием дешифровывать, потому что именно с его математическим складом ума вот ему было легче всего заниматься проблемами дешифровки. И вот есть много статей, где говорится, что вот первые
первые ученые, которые нашли древнетюркские памятники, вот я имею в виду современных, да, 20 век, то все они вот с этими надписями шли к Владимиру Михайловичу, и он пытался их расшифровывать. И все памятники Горного Алтая, и он, наверное, был еще шутником, он, описывая некоторые памятники, пишет, что он еще не побывал там, то есть не завизировал свое присутствие. И мне кажется, вот действительно к этому нужно подойти, но особенно, и вот какие-то исследования начать в этом направлении. А сейчас Наталья Борисовна очень много говорила о том, что вот усовершенствуются и унифицируются алфавиты языков народов Сибири, и с этим связана очень большая проблема. И действительно, вот на сегодняшний день ни в одном из организаций вот алфавит не утвержден. Алфавит тубаларского языка, языка туба, был разработан в рамках как раз лаборатории экспериментальных фонетических исследований в 2000 году. И этот вопрос обсуждался на семинаре, на научном семинаре, где присутствовала еще и Наталья Николаевна. И вот фактически этот алфавит разработан был в 2000 году. Но с тех пор вот я обращаюсь в Министерство образования и науки Республики Алтай и в другие организации, как, например, методическое объединение есть по родным языкам в Казанском государственном университете, но ни у кого на сегодняшний день нет полномочий утвердить эти алфавиты. И, конечно же, сейчас вот как раз идет становление письменного языка туба, и для того, чтобы сделать единообразным написание, особенно учебников, конечно же, надо где-то утвердить на каком-то уровне, потому что любителями создаются словари, любителями создаются разговорники, и в каждом из них разные графемы. И комиссия, сейчас Наталья Борисовна говорила, что ученый совет Института языка и письменности народов СССР утверждал комиссии. Также Наркомат просвещения Российской Федерации заслушивали, например, в первом варианте, во втором варианте, где вот представителям наркомата не нравилось то или иное, та или иная графема, знаки какие-то могли не подходить. И, например, алфавит алтайского языка, он утвержден был в 1938 году, потом в 1940-м, 1944 году. То есть шли такие битвы за алфавит, за графемы, за обозначение. А сегодня вот жаль, что на становление таких языков обращается очень мало внимания. Очень мало внимания. И утвержденный алфавит на основе русской графики, он до сих пор используется в алтайском языке, но тем не менее в последнее время очень много вопросов даже в литературном алтайском языке возникает. Но, конечно же, эти вопросы, как Наталья Борисовна говорила, это отсутствие оппозиции по глухости, звонкости здесь появляется. И поскольку очень много сейчас стало говорящих на русском языке, а алтайский язык стал вторым языком, то, конечно же, вот многие звуки не имеют своего обозначения, не имеют своей графемы, поэтому они фактически исчезают из языка. Это тоже одна из проблем сегодня даже литературного языка. И вышла когда-то очень интересная статья Казакевича о том, каким образом все-таки нужно, как сказать, помогать, развивать любой язык. И вот кажется, что несмотря на то, что все законы вышли, да, где говорится о том, что о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации в 2000 году, закон о языках Российской Федерации, где государство признает равные права всех языков народов Российской Федерации на их сохранение, развитие. И в законе 1998 года говорится, что все языки народов Российской Федерации пользуются поддержкой государства. На самом деле все на законодательном уровне, все даже списки коренных малочисленных народов есть, но
каким образом идет возрождение этого языка коренного малочисленного. Ну, в общем-то, это вопрос тоже непонятный, потому что, по мнению многих людей, которые могли бы, например, педалировать этот вопрос, всегда они задают вопрос исследователям, а сколько человек говорят на родном языке и сколько собираются говорить на нем. И на сегодняшний день, вот по переписи 2021 года, тубаларов насчитывается 1965 человек, а по данным переписи 2010 года насчитывалось 1891 человек. То есть за 10 лет численность увеличилась всего на 74 человека. Это ничтожно мало. Для сравнения, кумандинцев за 10 лет выросло в 1001 человек. Сейчас насчитывается 2892 человека. Чилканцев сегодня насчитывается 1118 человек, и за 10 лет прирост составляет 68 человек. Меня слышно, да? Слышно, слышно. Угу. Всего, получается, за 10 лет вот, численность выросла вот всего на 100 плюс-минус человек. Это ничтожно мало. И, конечно же, вот те дети, которые родились за это время, они выросли в русскоязычной семье, и им очень сложно будет теперь выучить этот язык заново. Этот язык будет для них как иностранный язык. И вот тот алфавит, который был разработан в 2000 году в Институте филологии Сибирского отделения Российской академии наук, опробирован в научных журналах и в Горно-Алтайском университете, в Тувинском институте гуманитарных исследований был издан. И, конечно же, за основу этого алфавита для разработки послужила работа Владимира Михайловича Наделяева «Графика, орфография долганского языка», которая вышла в 1982 году. Электронна Федоровича Чеспиякова работа «Графика, орфография шорского языка», Таисии Макаровны Тащаковой «Орфография уйротского языка» и Маргарита Чудпольевна Шумакаева «Согласные алтайского языка». И сегодня, вот, чтобы вам больше времени оставить следующему докладчику, можно вторую страницу? Вторую страницу презентации. Вот посмотрите, вот алфавит, разработанный алфавит сегодня, вот те составители букварей, составители словарей, разговорников выбрали для себя, кстати, представители тубаларского этноса выбрали вот этот алфавит. И что интересно, Ирайбекна, если вы помните, мы волновались относительно звука. Говорила тогда. Л-палатализованный, Н-палатализованный, да, эти знаки, которые вообще да. для даже сибирских языков, тюркских сибирских языков, но они очень хорошо вплелись в графемы алтайского алфавита, тубаларского алфавита, и активно начали пользоваться вот именно этими звуками. Дорогие участники, которые включили микрофон, пожалуйста, отключите. Ну и нужно сказать, что вот эти знаки «ж» с хвостиком и «щ» с хвостиком являются вот родными, исконными. И в алтайском языке «щ» встречается в словах только в заимствованных словах. Он как бы получается родной. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот вы здесь видите текст, от вас левый текст – это тубаларский текст, правый – алтайский текст, и вы видите, что вот даже придумывая тексты, переводя тексты с русского языка или с алтайского языка на тубаларский, пользуются активно этими знаками, и уже вот те, кто дома пользуется теми изданными трудами,
для домашнего чтения. Вот уже люди привыкли к этим знакам. Люди привыкли к этим знакам. Вот рядом с алтайский язык вы увидите там разницу только в лексеме и некоторые фонетические различия. Следующий слайд. Вот тип, тахтар, садавили кюнажар, капшели тюнеке чыктар. Или няңшталар. Вы видите вот этот знак палатализованный, няңшта, тоже очень часто используется, и поскольку это произносится именно вот как мягко рядный, палатализованный, которого нет в алтайском литературном языке, то он тоже слился с алфавитом, и уже его не воспринимают за чужеродный знак. Вот. И вот Айлян Биттар, вы видите, палатализованный, он тоже очень часто используется, и используется именно в тех словах, где как раз твердорядные гласные присутствуют. И мы часто говорили о том, что нарушение сингармонизма даже вот и в гласных, и в согласных очень часто прослеживается в языке тубаларов. Так, следующий слайд. У нас закончилась презентация. Ага, ну тогда вернемся к предыдущему. И вот таким образом, вот тот алфавит, который разработан 20 лет назад, он внедряется в жизнь активно, но он еще нигде официально не утвержден, поэтому вот судьба алфавита еще неизвестна, да, то есть все уже пользуются, издаются книги, словари, но он вот в таком подвешенном состоянии. И действительно, вот в Министерстве образования и науки Республики Алтай перед ними всегда стоит такой вопрос, нужно ли выделять какие-то финансовые средства на издание учебников, а учебники должны быть тогда, если они скажут да, то с 1 по 5 класс, с 5 по 8, 9 классы и так далее. И кто по нему будет изучать родной язык. То есть это, опять же, очень сложный вопрос. Вроде бы при анкетировании представители этноса хотят, чтобы их дети изучали, а дети немножко другого мнения. Вот, поэтому все вопросы 20-летней давности все еще присутствуют вот, в становлении письменности на языке. Спасибо. Борисовна, ну, я думаю, что когда-то эти решения будут приняты и утверждены все наши алфавиты, над которыми мы работаем. Дорогие коллеги, на этом мы завершаем работу круглого стола. Доклад Натальи Никитовны прозвучит в одной из секций. Мы найдем время и возможность прослушать эту информацию. А сейчас спасибо вам большое за участие. Я благодарна студентам, которые просидели здесь все это время. Я надеюсь, что вам было интересно. По крайней мере, вы почувствовали, вот как эта работа вживую происходит непосредственно на ваших глазах и с теми людьми, которые занимаются созданием письменности для своих родных языков. Наталья Никитовна, у вас есть объявление для всех организационное. Да. Мне вот объявление, просьба к студентам, обращение к студентам. Вот вы прослушали доклады, и у нас к вам такая просьба написать там пару комментариев каких-нибудь, да, то есть понравилось вам, не понравилось, особенно какой доклад вы выделили, и отправить Наталье Борисовне на почту. Вот. Ну, то есть мы не просим там писать сочинения, но вот ваши комментарии. Потом, сейчас мы все участники конференции отправляемся в технопарк, где продолжится наше заседание. У нас есть вот сейчас... 35 человек, сколько у нас человек? Мне кажется, мы даже все, наверное, поместимся. То есть у нас в наличии 5 машин, и мы сможем... А ты не поедешь? Ну... Екатерина Либета, Татьяна Рыжикова, Ольга Шагдурова, Наталья Федина и Алена Тазранова. 5 машин. Поэтому, мне кажется, мы все лезем. Поэтому давайте мы как-то все... Набирайте себе пассажиров. Да, давайте вот, да. Кого вы везете? Да. Татьяна Раисовна, кого вы везете? Берите себе.